В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале коротко о главных событиях к этому часу. В Якутии на искусственное вызывание осадков планируют направить 130 миллионов рублей. К работам приступят во второй половине мая. Тем временем республика уже готовится к сезону половодья. Заседания штабов по контролю прошли в Намском и Усть-Алданском районах. В Нейрюнгре стартовали состязания по северному троеборью, открыли старты, тройные прыжки. Глава Якутии проверил ход строительства арктического центра эпоса и искусств столицы республики. Работы на объекте идут полным ходом и согласно графику. Крупнейший на Дальнем Востоке культурный кластер начнет деятельность 2025 года. Здесь разместятся Государственная филармония, театр Олонхо и Саха-академический театр. Общая вместимость зрительных залов составит 1530 мест. Также учтено пространство для публичных мероприятий, выставочные зоны, больших и малых репетиционных залов, студии звукозаписи, кафе и ресторана. Одной из тем обсуждения научно-практической конференции в Якутске стало искусственное регулирование осадков с помощью специализированных самолетов. На эти цели было выделено более 125 миллионов рублей. По информации службы спасения Якутии, в этом году продолжится работа по искусственному регулированию. Свою работу они начнут во второй половине мая при содействии Росгидромет и авиакомпании «Полярные авиалинии». Мы в 2022 году и в прошлом 2023 году занимались активным воздействием на облако для предупреждения, профилактики лесных, ну и ландшафтных пожаров, но и на повышение травостоя в сельскохозяйственных улусах. И, конечно же, идет положительная тенденция, потому что и снижение пожаров в центральной части Якутии. В Намском районе прошли командно-штабные учения по подготовке к весеннему паводку и пожароопасному сезону. В зону возможного затопления весенним половодьем в Намском районе подпадают 12 населенных пунктов. В ходе учения проводилась проверка готовности органов управления, сил и средств района к выполнению мероприятий гражданской обороны. В командно-штабном учении приняли участие главы поселений, представители силовых структур, руководители предприятий. В рамках проведения учений проведен также и смотр специальной техники и снаряжения с участием 204 человек и 68 единиц техники. У нас предварительный прогноз ожидается вскрытие рек на 1-3 дня раньше среднемноголетних значений. Толщина льда в основном также на реках республики меньше среднемноголетних значений, за исключением некоторых участков рек реки Лена, это и устье реки Алдан. Там наблюдается толщина выше среднемноголетних значений. В Усть-Алданском районе комиссия по чрезвычайным ситуациям провела первое заседание. На собрании обсудили подготовительные работы по паводковой ситуации и лесным пожарам. Всего в районе есть 6 населенных пунктов, которые могут подвергнуться весеннему половодью. Они находятся рядом с реками Лена и Алдан. Для переселения жителей из домов, которые попадают в зону затопления, подготовят 11 эвакуационных пунктов. Также для безопасной передержки крупного рогатого скота и табуна лошадей подготовили 12 загонов. Вчерашнего дня, с 26-го, по договоренности с Якутским управлением по гидрометеорологии началась работа по организации временных гидропостов. С 1 по 3 апреля Главное управление МЧС по Республике Саха-Якутия планируется проведение командно-штабного учения по безопасному пропуску весеннего половодья, а также по лесным пожарам. Учитывая актуальность проблемы борьбы с туберкулезом и эпидемиологическую значимость профилактики туберкулеза, на территории Мегино-Кангаласского района с 18 марта по 18 апреля объявлен месячник, посвященный Всемирному дню борьбы с туберкулезом. В его рамках группа экспертов провела 3-дневный семинар для работников медицины. Оказали методическую помощь по усовершенствованию диагностики туберкулеза, выявлению заболевания методом микроскопии, сбор, хранение и транспортировку мокроты, а также правильного заполнения учетных форм. На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка на территории района спокойная.
Хотелось бы для населения сказать, чтобы население взрослое проходило ежегодно флюорографию. В основном у нас путь передачи заболевания туберкулеза – это воздушно-капельный, то есть больной с активной формой туберкулеза органов дыхания представляет опасность для окружающих. Ну и для родителей хотелось бы тоже сказать, чтобы они проводили, не отказывались от проведения туберкулинодиагностики, диаскин-теста. Это не прививка, это диагностический тест. С прошлого года в Татинском районе проводятся консультации для старшеклассников. Если в прошлом году учащиеся прошли интенсивный курс по математике, физике, русскому языку и обществознанию у преподавателей Северо-Восточного федерального университета, то нынче ученики в течение 4 дней освоят новые знания по математике, физике и информатике. Консультации посещают все желающие старшеклассники из школ района. При этом отрадно, что приехали молодые преподаватели, с которыми ученики тут же нашли общий язык. Пытаемся именно найти золотую середину, чтобы было понятно как и на стандартном уровне, так и на повышенном уровне, который дети находятся, чтобы могли взять пользу от уроков. Урок у меня начался, сегодня первый урок был. Задачу, которую я начал объяснять, видимо, они уже знали, и они сидели, им неинтересно было. А сейчас, когда мы уже сложные задачи по программированию начали проходить, они прямо видно, что им интересно, как решить, подобрать то или иное решение. В Чурапчинском районе завершились республиканские военно-спортивные игры «Снежный барс». В соревнованиях приняли участие около 130 школьников из 10 команд, представителей военно-патриотических клубов и юноармейского движения. В рамках игр участники посоревновались всего в 7 этапах, таких как ратные страницы истории Отечества, визитка и статин в строю, силен в бою. Неполная разборка и сборка автомата АК-74, в снаряжении магазина патронами, в пулевой стрельбе, общей физической подготовке и военизированной эстафете. По итогам упорной борьбы в общекомандном зачете победителем стала команда «Факел» из Чурапчинского района. Команд у нас 13. Чурапчинский район выставила 2 команды, как она выиграла прошлый год. И уже 3-й раз проводит Чурапча эти соревнования. И победитель будет представлять Республику Саха-Якутия, город Москва. На базе Амгинского центра творческого развития прошел финальный этап улусного конкурса «Молодые хозяева земли». Сам конкурс начался в сентябре прошлого года. 3 этапа прошли дистанционно, где дети отправляли видео по заданиям. 4-й завершающий этап прошел в Амгинском центре творческого развития. Конкурс начался с визитки, затем дети по маршрутному листу посетили предприятия и хозяйства села Амга, сделали видео и защитили смонтированные ролики. Экспертами выступили опытные работники сельского хозяйства района. По итогам 1-е место заняла команда Чепчал Балагурской СОЖ. Конкурс проводился в течение года. Участники выполняли разные домашние задания. Сегодня они защитили карту пастбищ своего села и посетили организации учреждений, занимающиеся сельским хозяйством. Ответили на видеовопросы и сами составили, сняли видеосюжет об организации. Цель данного конкурса является приобщить школьников к сельскохозяйственной деятельности. В 3-й соревновательный день 5-й спартакиады зимних видов спорта в Нерюнгри стартовали состязания по северному троеборью. Открыли старты тройные прыжки. Всего в троеборье участвуют 64 спортсмена из 20 команд. Фаворитами традиционно являются чемпионы России, мастера спорта. Напомнит их имена и озвучит новые моя коллега Ларина Сукуева. Лидерами в тройных прыжках среди мужчин можно безоговорочно назвать Егора Терентьева и Георгия Сафронова. Оба спортсмена на днях прибыли из Красноярска, где проходил чемпионат России по северному многоборью. Все силы были отданы чемпионату, команда привезла золотую медаль. Но короткий промежуток между состязаниями все же сказался. Георгий Сафронов сегодня недоволен своим результатом. Позавчера только приехали из Красноярска с чемпионата России и сразу же на машине поехали в Нерюнгри. Усталость есть. Подряд выступать очень сложно. Все силы отдали чемпионату. Своим личным результатом сегодня осталась недовольна и Алена Чарду, выступающая в категории юниоры. Вот недавно на России я прыгнула 8.04. То есть здесь получается чуть меньше? Да.
Это, наверное, сказывается все-таки усталость. Я знаю, что вы совсем недавно приехали. Да, сразу после соревнований. Сколько вообще требуется времени, чтобы отдохнуть? Ну, не знаю, недели 2 хотя бы. А вот усталость после крупных соревнований и переездов не помешала новоиспеченному чемпиону России Егору Терентьеву на спартакиаде улучшить свой результат. Первый раз на чемпионате России прыгнул 11-11. Там паркет был отталкивающий. Здесь я сомневался, что прыгну, но вот прыгнул, улучшил свой результат. 11:41, говорят. И Егор прав. По итогам сегодняшнего соревнования по тройному прыжку среди мужчин он занял первое место с результатом 11 метров 41 сантиметр. Таким образом, повторив предыдущий рекорд республики, установленный в 2015 году хангаласским атлетом Егором Филипповым на чемпионате России по северному многоборью. Среди женщин лучшей оказалась Диана Павлова из Нерюнгринского района, а в категории юниоры отличились Руслан Слепцов и Алена Чарду. Ларина Сукуева, Иван Сорокаумов, Вадим Барашков, Нерюнгри. Белые медвежата-близнецы впервые вышли на свежий воздух в зоопарке Уртудайду. Напомню, в декабре прошлого года стало известно, что пара белых медведей, Колымана и Ломоносов, вывела потомство – 2 белоснежных малышей. Несколько месяцев они находились вместе с мамой в закрытом вольере, и сотрудники зоопарка могли наблюдать за ними только по камерам видеонаблюдения. С потеплением на улице медвежата вместе с мамой совершили свою первую вылазку. Как оказалось, близнецы разнополые – мальчик и девочка. Удалось также установить и дату их рождения – 4 декабря, то есть сейчас им почти 4 месяца. Малыши весят более 10 килограмм каждый и ежедневно прибавляют в весе за счет питательного молока матери. Также они уже начали пробовать твердую пищу, которой питается их мама. Осталось самое важное – придумать имена для них. Значит, мы подготовили конкурс совместно с опекуном белых медведей, с компанией «Роснефть», конкурс имен. И уже ВКонтакте зоопарка выложили на странице, как необходимо отправлять, на какой адрес электронной почты необходимо отправлять свои предложения. И очень просим, чтобы именно предложения, имена для медвежат писали в теме письма. Это для облегчения работы, То есть мы открываем ящик, сразу видим предложение, и тогда вести нам учет и запись легче. Поэтому такая просьба в теме письма указывать имена. На этом наш выпуск подошел к концу. Еще больше новостей вы найдете на сайте yak24.ru и в наших социальных сетях. До встречи в дальнейших эфирах.